Здравствуйте! Сегодня в нашей студии находится руководитель аппарата президента Республики Абхазия Кварча Абисалом Алексеевич. Мы хотим задать вам несколько вопросов. Вот несколько дней общество будоражит некий документ, распространившийся в соцсетях, происхождение которого неизвестно, как я понимаю. По этому вопросу высказались различные государственные чиновники и общественные деятели. Абисалом Алексеевич, мы бы хотели получить ваш комментарий как руководителя аппарата президента. Можете ли вы пролить свет на происхождение этого документа? И сразу же к этому, каковы, на ваш взгляд, причины осложнения отношений между Россией и Абхазией? Вот то, что касается этого документа, в принципе, да, уже высказались у нас и министр иностранных дел, и председатель Совбеза, и мы дали сразу опровержение, что то, что касается в этой протоколе части президента, что таких обязательств на себя президент не брал. Но маломальский, который человек знаком вообще с формой создания такого рода документов, это видно, что этот документ как бы сфабрикован. Потому что любое протокольное совещание, эта форма такая, если я, согласно протоколу совещания, взял на себя какие-то обязательства, обязательно должна стоять моя фамилия, должность и подпись, что я согласен с этим решением. Или, если я не согласен с этим мнением, обязательно должна быть подпись на обратной стороне, ознакомлен. Мы протокола не первые получаем, значит, мы знаем это, что такое, как делается протокол. Те протокола, которые, значит, поступают, они нам по дипломатическим каналам и с почтой. Поэтому очень удивительно вообще. Тут, знаете, для нас очень важна причина, кто создал этот документ, с какой целью он ее создал. Почему этот документ поступил именно в определенные, значит, получили определенные политические партии. Об этом существовании такого документа никто не знает. Ни во властных структурах, ни в параллельных и так далее. Вы все это знаете. Для нас очень важно сегодня выяснить цели, какие преследовали люди, которые составили, кому прислали. Этим занимаются спецслужбы наши. Уже какие-то контуры вырисовываются. Видно, наверное, в ближайшее время будет какой-то четкий, ясный ответ, квалифицированный, компетентный, объективный будет дан в этом вопросе. Этот вопрос будет снят с повестки дня. Есть причины для осложнения у нас с Российской Федерацией? Смотрите, вы знаете, как осложнение в межгосударственных отношениях, я не считаю, что это осложнение. Это рабочий процесс, есть некоторое недоразумение, непонимание, которое мы сами должны пролить свет, что у нас произошло, почему так произошло и какие у нас проблемы. Если мы пойдем по истории, да, вопроса, да, вот мы должны четко понимать, эти отношения не так просто сложились. Да? За это была определенная история, определенный исторический опыт, определенные, знаете, как наш народ именно он прошел через такие испытания, что то, что такие взаимоотношения добрососедские, дружественные и так далее появились, это очень важно для сохранения нашей государственности, нашего этноса и нашего народа. И мы должны дорожить этими отношениями. Но мне кажется, что немножко недоразумения возникли из-за того, что именно государственные взаимоотношения, да, такие важные для нас серьезные государственные взаимоотношения, стали элементом политической борьбы. Да. Такие отношения не должны быть. Это очень тонкая, серьезная сфера, где нужно быть очень аккуратным. И я понимаю, что задача оппозиции, да, применять все средства, все методы в политической борьбе, но с моей стороны, мне кажется, что это было... Сегодня они пошли вот по такому пути, чтобы расшатать власть. Первое, ухудшить отношения президента с руководством России. И второе, сделать все, чтобы экономических каких-то вопросов не решалось,
создать такие условия, когда вызвать недовольство народа, и это использовать в политической борьбе. Знаете, как в политической борьбе народ не должен быть заложником. И наши отношения с Россией тоже не должны быть заложником. И вот этот, скажем, политические действия, связанные с тем, чтобы дискредитировать президента перед руководством России, оно переросло уже в межгосударственные отношения. Тут есть, вот знаете, какая история, да, вот после договора 2014 года, о котором мы говорим, мы взяли ряд обязательств на себя. Согласно этого договора, в течение 3 лет должен быть именно план гармонизации и так далее. Но если у нас единая экономическая сфера, единая социальная сфера, единая сфера безопасности, естественно, тут напрашивается, что и гармонизация в законодательной сфере, чтобы понятнее были правила игры для наших партнеров и для нас. В этом, скажем, ничего такого, вот, скажем, трагического или тревожного я, например, не вижу. Ну, гармонизацию это мы еще нормальные перейдем, Абисалом отношения Алексеевич. дружественных стран между собой. Я смотрел комментарии и министра финансов Владимира Валерьевича по вот этим вопросам, по зарплатам, по вот софинансированию. И на самом деле там, ну, как я увидел, там ничего там непредсказуемого, вот сейчас вот такого не случилось. Это Вы все знаете, были... как вот мы должны одно четко понимать. Нам никто ничего не навязывает. Нам предлагают для взаимного сотрудничества, мы говорим о балансе интересов. Мы хотим вам помочь, но чтобы вам помочь, мы вот это берем на себя, обязательство, а вы берете это на себя. И взятые обязательства надо выполнять, а не убегать от них. Вот что очень важно. Когда они делаются, перекладываются, у нас получился сейчас накопительный эффект. Те проблемы, которые не были решены, которые взяты на себя, они все сегодня скопились, и надо как-то их решать. И вы знаете, как сегодня, когда мы перекладываем друг на друга, это вы взяли, нам не это важно. Нам важно правильно взаимовыгодные отношения выстраивать, а не выяснять отношения. Если нам что-то невыгодно, мы должны сказать, это нам не надо, это мы не можем, мы должны быть честными, открытыми. Знаете, говорить «да», потом не делать, это не есть основа для нормальных взаимоотношений. Вот возьмем, знаете, как вот изначально, раз вы этот вопрос затронули, да, нам предлагалось, значит, был такой вот, я говорю, со слов вице-премьера, да, решит проблему энергетики Абхазии. Предложение было, мне кажется, ну, очень привлекательное для нас. Значит, создается компания абхазская, учреждается, значит, оно финансируется, оно приводит нашу электросеть, все электрическое хозяйство в порядок, определенные расходы она тратит. И после того, как она функционирует, эта компания, значит, вернет вложенные деньги, все это передается абхазской стороне. Но можно было этот вопрос обсудить в разных вариантах. Но мы тут же принимаем закон, вообще запрещающий, значит, фактически, я считаю... Инвестиции в области электроэнергетики. Я вот то, что говорил, не потому, что я сейчас говорю, что я чиновник где-то. Вот вы посмотрите, все, я раньше говорил, все то же самое говорю. Я и тогда говорил, 5 лет назад, 10 лет назад, что это мы взяли, собственно, добровольно обложили себя санкциями. Мы ограничили инвесторов, значит, в этой сфере. И в каком состоянии сегодня наше энергетическое хозяйство? Сегодня даже если нам дадут электроэнергию, наши провода не выдерживают. Наши опоры уже, это есть такое понятие, как усталостное разрушение. Металл тоже устает. Это менять надо. Это огромные вложения, на которые мы сегодня не имеем экономических возможностей собственными силами, ресурсами решать эти проблемы. Абисалом Алексеевич, но это один пункт невыполненных по вот программе гармонизации законодательства Республики Абхазия. Так, вот один пункт это вот по электроэнергетике именно. То есть мы пока не соглашаемся на то, чтобы были инвестиции в эту отрасль. Везде должна быть целесообразность. Для чего мы это делаем? Мы в эту сферу как бы ограничили, да, вот везде все. А что это нам дало? Создав новое законодательство, мы создаем новый институт.
этот институт создан, и он должен давать эффект экономический или результат какой-то. Мы видим, что вот этот институт, он заводит нас в тупик. Но надо что-то менять. Экономические вопросы, когда начинаются серьезные экономические политизировать, всегда это заходит в тупик. У нас, вот вы смотрите, 3 перепадных ГЭС с потенциалом, да, генерации порядка Нам бы 200, хватило, да. по-моему, сейчас. Они вот на стоят, данный мы на момент. них смотрим и никому не даем, сами ничего не делаем. Это наш потенциал экономический, который мы заморозили. С какой целью и с какой, я никак не могу Мы еще понять. раз подойдем к этому вопросу. Беслан Алексеевич, здесь в Абхазии коммуникабельность на высоте. Все мы общаемся, обмениваемся мнениями. Вот. Ну и что вот я слышу? Многие задаются таким вопросом. Вот прокомментируйте, вот на ваш взгляд, так ли важно России строить и продавать своим гражданам недвижимость, или это все-таки лобби отдельных предпринимателей, желающих заработать на этом? Почему так принципиально важно строить именно апартаменты? Вот многие спрашивают, вот почему. Мы являемся, у нас особые отношения с Россией. Россия не только нас защищает, мы сейчас, знаете, память коротка стала, но вы помните, когда мы должны были наши границы защищать, когда террористы, сколько людей наших ребят погибло, мы не могли экономически развиваться. У нас, если вы помните, наши корабли с грузом, которые уходили в Турцию или приходили, арестовывали, забирали, все это, понимаете, мы как-то все это про это забыли. 8-й год. Не так давно. Вот. Поэтому мы даже забыли, мы должны это помнить. 108 миротворцев, именно миротворцев, погибли, защищая вот интересы Абхазии, нашего народа и так далее на границе. Но, слава Богу, понимаете, ситуация у нас разрешилась. Да? Вы понимаете, вот я хочу обратить внимание на 2008 год. 2008 год для нас был подготовлен сценарий точно такой же, как в Карабахе. Да. Если бы Россия не вмешалась бы, да, имея при этом большие политические издержки и так далее, такой-то был очень серьезный шаг, и никто не ожидал, что она пойдет на такой шаг. Впервые пошли. Россия И пошла мы сегодня, на такой шаг. понимаете, когда мы сохранились как этнос, мы сохранились как государство, Россия признала это государство, она нас поддерживает экономически, если она сферу защиты и обороны на себя взяла, экономика нам помогает, но нам надо тоже что-то делать, развиваться. И повторение например, этого сценария зная, еще не исключено. Ведь каждый россиянин знает же, да, насколько наши отношения теплые, насколько мы интегрированы. Но вот я простым языком объясняю. Русский человек задает вопрос, гражданин России. Слушайте, я могу в Америке купить квартиру, в Англии, в Турции, в Грузии, в Осетии, везде. Почему не могу купить в Абхазии? Но мы говорим, да, мы сказали, тут есть свои какие-то трудности, мы малочисленные, у нас фобии какие-то, история такая трагическая. Нас поняли. Хорошо, да, хорошо. Гражданство, мы тоже самое объяснили, опять нас поняли. Но что такое апартаменты? Апартамент – это нежилое коммерческое помещение. Хотя бы отойдя, да, вот от продажи жилья. Вы прекрасно знаете, я не хочу опять, они так говорили, мы так говорим, это уже ушло. То, что мы будем в прошлом копаться, ничего нам не вообще, дает. насколько знаю, там целая программа, а не просто апартаменты. Да, вот простой, значит, вопрос покупки, приобретения жилья всегда стоял. Но наше руководство, да, перевело в менее, так будем говорить, рискованную нишу. Щадящий. Да, сделал. Что такое владетель апартамента? Вы посмотрите, вот этот закон, из-за которого, да, вот последние это произошли, владелец апартамента, значит, он может жить только там 180 дней. Это не дает ему права на получение вида на жительство. Это не дает ему права, значит, прописки. Более того, он должен платить спецналог 1000 рублей с каждого квадратного метра. Мы пошли, значит, вот предложение такое было, да, вот вы мне покажите
вообще в каком государстве такой жесткий закон существует с такими ограничениями? Вот в Грузии я смотрел, там россиянин может приехать и год не выезжать по их В законодательству. Грузии самые лучшие их земли, самые вот такие, как Цхнета, Цноры, там, не знаю, они строят виллы, продают. Вот везде, посмотрите. Человек Но у нас- приезжает с деньгами, почему ограничивать но у его нас это по как бы, срокам? мы говорим, угроза национальной безопасности. Ну, ради бога, нас же никто не заставляет насильно строить. У нас есть предложение. Ребята, мы вам поможем. Развивайте свою экономику. Вы тоже будете самостоятельными. Увеличивайте налогооблагаемую базу. Формируйте свой бюджет, который, может быть, покрывать ваши проблемы. Ну, как нам развиваться, если мы везде ставим ограничительно? Ради чего это мы делаем? России не важно, чтобы именно Россия строила эти апартаменты или кто-то именно Россия. Она говорит, приглашайте инвесторов, пускай строят турецкие инвесторы, пускай строят немецкие инвесторы. Кто говорит нет? Они же не говорят, кроме наших никто не должен быть. Ради бога. Это же ограниченные районы, то есть на ограниченной территории в ограниченном количестве. История этого вопроса. Когда стал вопрос, когда от того, что вместо, значит, жилье продавать, мы, когда перевели в некоммерческое жилое помещение, такой закон никогда в Абхазии так не рассматривался. Публично, транспарентно, открыто. Проект этого закона был разослан в университет, Институт экономики и права, Общественная палата, Центр стратегических исследований. Везде все дали заключение. Но ни один человек не сказал против. Понимаете? Абисалом Алексеевич, а почему тогда вот сейчас вот буквально вчера, позавчера оппозиция заявляет, что это решение было принято за спиной народа? Я же просто все, что говорю, все эти документы, рекопротоколы у нас лежат, предложения ихние. Вот. Все сделали предложение, я вам больше скажу, в общественной палате из 35 человек 34 проголосовало за. Что апартамент это экономически важно, это для развития очень важно, но они ряд опасений высказали. Все опасения, все замечания, которые были высказаны, учтены в этом документе. Потом, когда мы видим, что этот вопрос все-таки тяжелый, вот почему инициатива возникла у депутатов, значит, Абжуйского региона и Самурзаганского. Первая проблема возникла, что с РИЦи, да, вот, которые поступают деньги, РИЦа и Афона, было принято решение по 50 рублей Ачимчире, 50 рублей Ворчал и 150 Гудаута. Да, там 250 сделали наценку, чтобы распределить. Ну, последнее время начали говорить законодательно, значит, это решение не продлили. Сказали, что это очень болезненно воспринимается, и поэтому эта финансовая помощь должна как бы прекращаться. Ну, потом это перевели в бюджет. Хорошо, понятно, это нельзя. Теперь выступают с инициативой. Сделайте принять какие-то преференциальные законы, чтобы заинтересовать инвесторов, именно любой, местный, зарубежный, чтобы инвестиции были в этом регионе. Этот закон отклонили. Теперь они говорят, давайте, значит, вот апартаменты в ограниченном количестве будем, как пилотный проект, будем строить в наших регионах. Из этого, вы понимаете, мы это считали, что это депрессивные регионы, и в такие условия никто не ожидал, что такая реакция будет. Но очень удивительно, знаете как, мы этот вопрос везде обсуждали, все обсуждали, и вдруг за одну ночь происходит, значит, как будто бы команда пришла с Марса, все начинают митинговать. Но что важно, Гарри, в этой ситуации? Какая риторика была на этих митингах? С такой риторикой можно разговаривать со своим стратегическим партнером? Какие термины были? И колонизация, и можно разве сравнивать апартаменты с переселенстроем? Ну, кому такой термин пришел в голову? Вот какие общественные организации составили вот этот митинг? Из кого он состоит, вот, чтобы была ясность? Они известны. Они же публично выступают. Если раньше были какие-то высказывания, которые вызывали вопросы и недовольство российской стороны, мы говорили, что это отдельная группа людей, это кто-то. Но тут, после вот этих акций, да, в Ачамчире, в Сухуми, задают вопросы.
А какая отдельная группа, когда там присутствовали при таких очень некорректных высказываниях, присутствовала ваша интеллигенция, научная интеллигенция, присутствовали, значит, герои, совет старейшин. Они задают вопрос, а что мы такого плохого вам делаем и что мы вам предлагаем? Но тут, знаете как, сегмент большой неправительственных организаций подключился к этому вопросу. И в целом, понимаете, оно очень негативный фон возникло в наших отношениях. Поэтому, я говорю, в политической борьбе отношения не должны быть инструментом. И сегодня очень много вопросов задают. Мы, знаете как, нам трудно отвечать на эти вопросы. А что произошло? А что мы вам плохого сделали? Спрашивают люди, что мы плохого сделали вам, что вы так к нам относитесь? У людей определенное мнение складывается, которое не в нашу пользу абсолютно. Поэтому все вопросы можно решить за столом переговоров. У нас не хватало, да, в высказывании своих каких-то озабоченностей дипломатического языка. У нас не хватало элементарной абхазской дипломатии и абхазской деликатности. Неужели у нас, слушайте, мы не умеем вести переговоры или обозначать свои озабоченности другим путем? Поэтому я считаю, что вот этот вопрос, который был связан именно, вот закон так и назывался, о мерах по укреплению развития, социально-экономического развития этих депрессивных регионов. А как мы хотим эти регионы развивать? То есть там не только жилье, там еще вот коммерческие... Там есть там такое понятие, как многофункциональное здание, некоммерческое, коммерческое помещение, апарт-отели, апартаменты. Мы говорим, инвестор выбирает, какой он хочет в нише жить, работать и так далее. Можно было сказать, давайте вот это исключим, вот это оставим. Можно же было предложить, давайте не 10 тысяч, скажем, ну а давайте попробуем 3 тысячи, 2 тысячи, какой-то, можно было какой-то диалог. Тут всю страну подняли, такое, ну вот все, нас продали, значит, угроза нашей национальной безопасности, для меня это непонятные термины. Для меня это непонятно, абсолютно и неприемлемо. Такими терминами, так мы не должны говорить с нашими партнерами. Мы должны быть очень взвешенными, мы должны быть очень аккуратными. 90% экономики – это 3 региона: Сухум, Гудаута, Гагский район. Оставшиеся 10% на 5 регионов. Это Сухумский район, Кульрипский район, где рекреационный, да, вот, потенциал есть большой. Но мы говорим о Творчальском районе. Ну как можно было допустить, что 3% экономики находится на территории Абхазии, 56% территории Абхазии, земельной там или 60%, равнинной, хорошей территории. 42% населения, 3% экономики. Как вы достигли такого дисбаланса? Это, я вам скажу, должностное преступление. Это, за это несут ответственность и законодательная власть, и исполнительная власть. Если мы сегодня хотим хотя бы какой-то, значит, шаг сделать, слушайте, закон в наших руках. Если мы видим, что оно мешает, наносит вред нашей идентичности, государственности, мы в любое время можем или переостановить, или не отменить. Что у нас не абхазский парламент. Ну, все, как только мы хотим, наверное, не бывает, Бесалом Алексеевич. Наверное, где-то надо идти на компромисс. Да? Вот, эти регионы, которые вы говорите, действительно, чтобы их поднять, твердо поставить на ноги, наверное, нет такого единого проекта, одним проектом, чтобы это все сделать. Это был один какой-то сегмент, допустим. Были бы потом еще другие проекты, вторые, третьи. Вы понимаете, как, то есть, Гарри, где нет людей... Одним днем Москва нет строилась. Жизни. Вот этот проект... Вот тоже, говорю, это был бы новый институт, да, вот этот законодательство было принято. Оно эффект дало, ну, я вам говорю, через лет 30 только. Вот чтобы вы понимали, да, будем рассуждать по койко-местам, да, или по, даже, вот смотрите, в Абхазии всего гостиничных, да, или комплексов 1050. В этих 3 регионах всего 29. Но в этих регионах как раз и сельское хозяйство можно развивать, там перспективы хорошие, земля хорошая, равнинная территория. Не совсем. Тоже один там из... с землей тоже есть большие проблемы, но вы поймите правильно,
Сельское хозяйство – это дотационный сегмент в любом Не государстве. гарантированное, конечно. Понимаете, это всегда на дотациях, потому что сельское хозяйство высокорентабельным, прибыльным никогда не было. Переработка сельского хозяйства, да. Россия нам выделила в 2011-2012 году 1 миллиард 200 миллионов рублей на сельское хозяйство. Где результат? Ну, у нас есть Понимаете, люди, отдыхающие, например, которые приезжают, они бы покупали бы с удовольствием именно абхазскую продукцию, отечественную. То есть у нас вроде есть спрос, ну, по крайней мере, в летний сезон. Да, у нас уже сезон не только летний, он расширился, мне кажется. Люди, которые к нам приезжают, хотят все-таки нашу экологически чистую, как они считают, продукцию, вот, продукты. Ну, и это они взаимосвязаны, по-моему. Это Нет, вы понимаете, когда будет потребитель, покупатель, то продукция появится. Абисалом Алексеевич, ну вот президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Пирани, он, как понимаю, занимается разрешением различных вопросов, в том числе и тех, которые мы обсуждаем. Ожидаемо там вот улучшение в решении этих вопросов, какие-то результаты конечно, известны, наверное. Вы понимаете, как Аслан Георгиевич упрекает, что он часто, да, вот выезжает в Москву. Но если мы не будем плотно и тесно контактировать со своими партнерами, у нас, понимаете, не будет никакого результата. Этот вопрос, который обсуждается, я знаю, что он общался в день 3 раза с несколькими уровнями, значит, руководства и в администрации, и в других структурах. Конечно, это очень серьезный, болезненный вопрос. Президент делает все, чтобы избежать этого. Но мы должны же что-то сделать, понимаете? Так не бывает. Мы взяли обязательства, вы нам давайте все, а мы свои обязательства не будем выполнять. Это неправильный подход. Мы сейчас изучаем, когда они возникли, кто это, какое имеет значение уже. Да. Мы вот копаемся в истории. Сегодня, если мы не хотим выполнять обязательства, мы должны сказать, мы это не будем, никак нас насильно, вот мы должны одно понять, насильно нас никто не заставляет это делать. Это наше право, принять это предложение или не принять. Когда нам предлагают, да, мы вам найдем, значит, насильно приведем инвесторов, ну создайте условия, законодательную, другую базу, чтобы к вам пришли. Если мы говорим, нам они и нужны, ну, конечно, будут последствия какие-то для нас экономические. Никто нас постоянно не будет на содержании держать. Мы должны сами тоже показать, что мы на что-то способны, что мы можем генерировать идеи, что мы можем давать соответствующий результат. Ну, как-то надо соизмерять. Вот мы должны, знаете как, сделать это делается очень просто. Мы должны понять вот баланс. Сделав это, что мы теряем или приобретаем, не сделав, что мы теряем, больше ничего. Если мы пришли к выводу, что это нам не надо, нам надо сказать, что нам это не надо, мы этого не будем делать. И мы должны народу сказать, какие последствия от этого будут. Сейчас есть такие, знаете, вот, что мы должны отказаться. Ради Бога, мы можем отказаться. А кто берет на себя ответственность за последствия экономические, социальные? Это, знаете как, декларировать легко. Должны тогда сказать, мы берем на себя ответственность, мы от этого откажем, мы приведем наш народ к благоденствию. Разговора нет. Мы все поддержим их. Но мы сегодня, знаете как, в политической борьбе люди, которые идут во власть, они должны хотя бы обозначить, какое будущее наше государство, какие проблемы они видят. У нас мы, знаете как, мы акцент делаем на взаимоотношениях. Вот мне кажется, что процессы обсуждения как раз у нас очень длительные, слишком длительные. И если вот без конца обсуждать, ну, наверное, никогда не договоримся, всегда кто-то против, кто-то, ну, должно быть все в разумных пределах, наверное, принять какое-то решение. Мы должны быть предсказуемы. Да. Мы должны знать, понимаете, прежде чем принять решение, оно должно быть очень тщательно, пройти какую-то экспертизу и так далее. Даже вот этот закон, который, да, вот вызвал такую бурю негодования. А где есть экспертное заключение этого закона? Почему мы против? Вот кто-то должен сказать, какие риски мы людей вводим в заблуждение, когда мы говорим, что заселяем людей. Это сфера, мы вывели из сферы, еще раз говорю, жилья, перевели в сферу
туризма. Человек, который купил некоммерческую недвижимость, да, некоммерческое, вот, не жилое помещение, он турист. Да, Но человек, который не имеет права голоса, не имеет прописку, не имеет вид на жительство, ну кто он такой, если не турист? Полгода тоже имеет право жить. Если он купит, его благодарить надо. Это турист, тоже еще. который придет и будет тратить деньги у нас. Мы говорим, это значит, национальная безопасность. Государство, где звучат такие лозунги, как инвестор, это угроза национального, нашего суверенитета или нашего этноса, развития никогда не будет. Современная экономия, экономическая наука не придумала ничего нового. Я вам скажу 3 источника, да, вот, финансирования всех проектов. Это государственные деньги, это, значит, личные деньги граждан, там ценные бумаги выпускаются и так далее, вот из советского времени облигации. И третье – инвестиционные, частные инвестиции. Если мы отказываемся от развития, ну, это другой вопрос. Ну, мы должны же что-то взамен предложить. Нам, когда говорят, вот, надо строить фабрики, заводы и так далее, у нас, я вам скажу такую вещь, значит, в Абхазии было 5 консервных заводов, 15 чайных фабрик. Из 5 консервных заводов на 2 стояла итальянская линия Бертуцци. Где эти заводы? Где эти емкости? Что-нибудь в Абхазии осталось? Где наши чайные фабрики? Государство плохой хозяйственник, это сейчас все признают. Поэтому мы должны быть, когда реалистами, а не популистами. Я всегда говорю, нас погубит популизм, дилетантизм и безответственность. Мы должны чувствовать ответственность перед собственным народом. К чему любое наше движение может привести? Все должно быть консенсусно обсуждаться. Одни получаются предатели, а другие, значит, патриоты. Скажем, принятие решения по аэропорту, да, что у нас безболезненно прошло. Ну, сколько людей серьезной проблемы нету, я насколько понимаю. Экзотические были высказывания. Это они хотят землю взять, а аэропорт – это предлог. Ну, где можно найти такого, вот, я не понимаю, безумного человека, который вложит миллиарды в аэропорт, чтобы взять, там, скажем, 200 гектаров земли. Ну, это безумие. И это безумие проходит. Люди в это верят, вы понимаете? Сколько депутатов проголосовало за аэропорт? Из 35. 26 человек. И мы говорим, мы когда, мы все, значит, мы не против. Я еще хочу напомнить, Гарри, да, вот смотри, я присутствовал именно вот в администрации президента, там руководство было, я там тоже находился у Козака. Вот, в декабре прошлого года Министерство финансов России заплатило 6 миллиардов рублей за электроэнергию. За бесплатную электроэнергию, которую она дала нашим людям. Это в каждый дом пришло тепло, в каждый дом пришел свет. Но они же не идут по такому пути. Ну, слушайте, да, они, это, какую вы мне покажите, Россия, какую неправительственную организацию создала, или есть какие-то ресурсы, которые... Они работают, они делают нам, для нашего развития. Если наших детей они обучают бесплатно, ну логика есть какая-то. А долго ли они еще будут предлагать Вы эти мне проекты? скажите, вот в мире был такой прецедент, когда президент государства рассказал историю другого государства. Владимир Владимирович Путин вынужден был рассказать нашу историю всему миру. Обратите внимание, это же президент великой державы, и что его, каждое его слово везде фиксируется. С большим знанием Вы знаете, дела. наши российские депутаты Госдумы, Петр Толстой там, и так далее, этот Затулин наш, Бабурин, где они на каких площадках не защищали наши интересы. И сегодня мы говорим, оттуда идет угроза. Это правильный партнерский подход. Мы говорим, психиловый хозер, а у хацхрава. Об аэропорте, вот вы коснулись темы аэропорта. Хотелось бы тогда узнать, все идет по плану, работы выполняются. Вот в аэропорту сегодня, если я не ошибаюсь, работает порядка 300 или больше людей, но я знаю, что 220 единиц техники работают. Идет все
полный, понимаете, инвестор выполняет свои обязательства. Это не все так просто. Если вы думаете, что все там поддерживали этот проект, это не так просто. Это связаны и политические риски, и экономические риски. Ну, люди в государство, которое не имеет собственного аэропорта, это что за государство? А мы какие причины ищем? Где возьмем электроэнергию? Куда сбрасывать будем мусор? Ну, это детский лепет, это же не серьезный разговор. Понимаете, мы когда говорим, тоже связанное с апартаментом, тоже оправдание, да, мусор, куда пойдем, это... Это решаемые Токио, вопросы. 80 миллионов человек живет, они нашли, куда деть. Да. Мы что, не сможем это организовать? Это все решаемые сопутствующие вопросы. Поэтому у нас, вы понимаете, как у нас, вот в чем ошибка, да, вот оппозиция, вот все, кто объединились, там не только там большой сегмент неправительственных организаций, они бьют по двум направлениям. Тормозит развитие и навредит российско-абхазским взаимоотношениям. Президент прекрасно понимает, если не будет экономики, он свои социальные обязательства перед людьми не выполнит. Чтобы была экономика, нам нужны инвесторы, инвестиции. Чтобы инвестора найти, надо вести с ними переговоры, надо с ними общаться, надо им давать какие-то гарантии, что у нас нет экономических результатов, что ли. Завтра они на Украине будут очень востребованы, там будут строить, и я думаю, там будет финансирование хорошее. Я вот, что меня удивляет, я со многими компаниями, да, российскими, там, по роду своей деятельности, когда я занимался предпринимательством, ни одна серьезная крупная российская компания не заключала, несмотря на то, что Россия нас признала, она не заключала договор с нами. Они говорили, если мы будем заключать договор с вами, зарубежные партнеры в Европе наложат санкции. Значит, они на всех оказывалось давление, чтобы в Абхазии ничего не развивалось. Сейчас уже, вы понимаете, отношения России и Запада испортились, эти инвестиции можно будет сегодня привлекать, но мы сами взяли, наложили санкции на себя. Мы говорим, инвестор – это, значит, угроза. Я понимаю, люди у нас, ну, им и не нужно все это знать, но политики, которые вот этим вот манипулируют сознанием людей, мне они непонятны. Вот еще раз мы коснемся вот гармонизации законодательства России и Абхазии. Вот абхазской стороной не приняты ряд пунктов, там ряд законов, вот в том числе это в рамках судебной арбитражной системы, да, и опять-таки электроэнергетики. Мы так немножко уже про электроэнергетику говорили. Но вот в чем сложность? Почему не принимаем? Вот почему мы доводим, вот уперлись уже до всех сроков, просрочили все сроки? Почему мы это делаем? Гарри, уважаемый, я не думаю, что вот эти законы, которые, да, нам предлагаются, что они несут какую-то угрозу нашей государственности или нашего этносу, или нашей. Все можно регулировать, все в наших руках. Мы говорим, продали. Ну, извините меня, если такой комплекс, да, вот я просто, Самшитка самый красивый такой комплекс, где ну, будет построен в Ачимчире, это продали или мы приобрели? Яхтио малах, говорит, сделка вам сыра. Если этот человек, который это поставил здесь, платит налог на землю, платит налог на имущество, создает рабочие места, мы говорим, он создает угрозу будкам, которым, да, полуржавым, где люди продают леденцы. Слушайте, эти люди, которые владеют леденцы в этих будках, они перейдут в этом же помещении в просторные современные магазины. Покупатель появится платежеспособный, у них уровень жизни улучшится. А мы пугаем людей. Они придут, вы потеряете работу. Почему не приобретают, а теряют? Я никак не могу понять, что они всех с собой будут привозить, скажем, там нужно помещение будет, там разные коммерческие. Кто нам мешает взять помещение? Везде такое делается, помещение и организовать собственный ресторан. Или взять помещение, сделать свой, значит, магазин. Мы можем хотеть не любить президента, мы можем хотеть прийти к власти, но не любить собственный народ нельзя. Жертвовать народ или благополучием народа нельзя. Это очень важно. Поэтому мы должны взвешивать слово, дело, что мы хотим и что мы делаем. Я не могу понять. Вы понимаете, вот для меня это непонятно. Если решение Абхазского арбитражного суда, скажем, я с моим контрагентом, условно говоря, работаю, я ему сделал предоплату, он мне не дал товар. Я обратился в Абхазский арбитражный суд, суд вынул решение, и российский пристав идет к нему и взыскивает мою задолженность и возвращает мне деньги. Вы мне скажете, это угрозу представляет нашей государственности? И наоборот.
И наоборот, естественно. Тут, когда мы приглашаем инвестора, знаете, мы говорим, он говорит, а где гарантии моих инвестиций? Мы говорим, вот у нас в нашем государстве вот такой закон. Вот этот. И тогда все риски, которые вот сейчас говорят, все можно предусмотреть в договоре. И там можно предусмотреть, какой арбитражный суд. Это, понимаете, в таком режиме работает весь цивилизованный мир. Электроэнергетика, понимаете, как нам то, что у нас энергетика вот в таком состоянии, чтобы вы понимали, я не то, что если мы что-то не поменяем, наш подход не поменяем, да, мы будем сидеть без света. Электроэнергия – это не только тепло, это экономика. Это самый важный сегмент. Чтобы вы понимали, мы покупаем по 4 рубля, по-моему, 30 копеек. Средняя цена получилась электроэнергии, которую мы купили на коммерческой основе в прошлом году. Мы заплатили 1 миллиард рублей. Этот 1 миллиард рублей могло уйти на детские сады, на благосостояние, куда-то еще. Но мы вынуждены. Сегодня какая картина, я вам скажу, по электроэнергии. Значит, 4 рубля покупаем, да, населению за рубль продаем. Там пока за 2 государство в этом плане берет часть нагрузки на себя. Но из этих даже рубля сегодня оплачивается только 20%. В прошлом году было 15%. Ну как может система существовать, когда мы говорим себестоимость нашей электроэнергии рубль 40? Мы платим в среднем 20%, 28 копеек. Ну, почему вот такая плохая собираемость? Почему вот... Ну, есть некоторые, которые политики говорят, что свет должен быть бесплатный, что у нас народ, значит, социальное положение плохое, оно не может платить, но мы сделаем еще хуже, чем есть на сегодняшний день. Свет – это наша стратегическая, это наша независимость. Самый важный сегмент для нас. 80% нашей независимости – это свет. Ну, государственный аппарат должен быть более требовательный, может быть. Согласен с вами абсолютно. Нам нужно менять все. Это порядка 20 миллиардов. Вот глава города говорил, чтобы систему всю поменять в городе 10 миллиардов. Ну где эти деньги взять? Кто-нибудь пускай объяснит. Вот эти пункты мы не принимаем. И в 2 словах, какие санкции предусмотрены за Вы невыполнение? понимаете, как вот термин санкции я бы не применял. Ну, не санкции, договоре, а последствия да, там какие-то. Вот смотрите, в договоре о дружбе, сотрудничестве мы говорим единое социальное пространство, экономическая безопасность. Термин санкции там не применяется и не предусматривается. Мы имеем право какие-то обязательства взять на себя, какие-то не взять. И с этого исходит баланс взаимоотношений. Если мы говорим или взяли, не делаем, мы должны обосновать, почему мы этого не делаем. Просто молча не делать не получается. Знаете, когда говорят, ребята, вы это не хотите, ну предложите что-то свое. Мы должны знать, что мы хотим, куда мы идем, какое государство мы строим, социальное, справедливое, демократическое, что мы хотим. Мы давайте определимся с нашими шагами, что мы хотим. Исходя из этого будем говорить, когда принято какое-то решение, да, консенсусом, если от этого решения отступает, мы можем сказать, вы почему этот пункт не сделали? Есть у нас какое-то общее. Каждый раз мы меняем, но не бывает так. Преемственность должна быть. Одна программа, которая приняла одна, она должна быть продолжена другой властью по энергетике. Но это наше право. Вы понимаете, это наше право. Нам там вот в Россети, там сидят очень грамотные, они лучше нас знают весь наш потенциал. Они говорят, ребята, бесплатного света не бывает. Если мы своим потребителям продаем за 6 рублей, скажем, да, там коммерчески, мы вам даем за 4 рубля, вы хотите бесплатный свет. Так не бывает. Этот товар имеет себестоимость и прочее. Ну, так не бесплатно, вот это специфический товар, особый товар, понимаете? Вот перейдем к такому вопросу. Сейчас вот наблюдается такое вот потепление отношений, грузино-российских отношений. Оно наблюдается. Да, Грузии там надо будет пройти непростой путь, чтобы дойти там до нужных результатов. Путь такой сложный. Вот, тем не менее, нас должны пугать хорошие грузино-российские отношения, или все-таки нам в своих отношениях надо добиться результатов хороших, добрых отношений с нашим партнером? Я так себе позволю немножко, да, вольное рассуждение в этом вопросе. И Грузия находилась в тесном, да, таком вот контакте, так скажем, с Западом. Они всегда говорили, да, что
мы наше будущее видим в Евросоюзе, для нас важны западные ценности и так далее, и так далее. И они сделали соответствующие выводы и анализ. Они, знаете, когда, я думаю, вот этот триггер включили, когда от Грузии потребовали открыть второй фронт. Да. Грузия сказала, мы не хотим быть расходным материалом в чьих-то руках. Мы должны делать в интересах нашего народа и нашего общества, а не в чьих-то интересах. Вот здесь первое такое, скажем, противоречие, оно вошло. Как Российская Федерация, с ними Запад не церемонится. Их не спрашивают. Правильно. И не... Им навязывают. Они не выбрали навязывают. антизападный, они выбрали прогрузинский путь. Принесет ли нам это угрозу? Ну, вы понимаете как? Нам угрозу принесет наше невзвешенное, несбалансированное поведение. Но сегодня это эпизод. Сегодня у нас, я бы не сказал, что отношения ухудшились или кризис. Абсолютно нет. Это эпизод какой-то, который можно исправить. Но это нужно делать аккуратно, дипломатично, не на улице. Мы с партнерами нашими не должны разговаривать митингами или плакатами. Большим уважением. Для этого есть дипломатические службы, для этого есть другие коридоры, где это все вопросы решаются. Там же тоже неизвестно, как еще может повернуться ситуация. Смотрите, геополитически, конечно, если думать о стратегии, да, для России Грузия важна, очень важна. Это очень важный регион. Запад вложил в них уже много, они тоже не хотят их так вот выпускать. Они приняли закон об иноагентах, а у нас это табу, это нельзя вообще рассматривать. Ну, Запад еще будет стараться использовать своих этих иноагентов, как вы их называете, для того, чтобы вернуть все, Вы знаете, как было. У Запада свои задачи. Да. Они хотят вокруг России создать пояс нестабильности и в каждом бывшем постсоветском государстве превратить их в антироссию. И для этого они вкладывают серьезные средства. Они не сложили руки. Мы должны быть очень, очень осторожными, внимательными в этих вопросах. Российские паспорта, что нам кто-то навязал, мы все с радостью взяли российские паспорта, потому что мы были на грани физического уничтожения. Это был гарант того, что российское государство защитит нас как своих граждан. Поэтому люди получили, и Россия где не оправдала взятие на себя обязательств. Сегодня вот как, да, вот раскручивать, это любят политики, все раскрутить, ничего такого серьезного или кризиса в отношениях есть. Есть недопонимание в каких-то вопросах, все вопросы разрешимы, все наши, значит, структуры находятся в плотном контакте с российскими коллегами, все вопросы решаются. Самое главное для нас, да, социально сохранить наших людей, чтобы на них не отразилось. Мы должны дорожить этими отношениями. Для нас это очень важно. Это единственное государство, гарант нашей безопасности, гарант нашего суверенитета. Государство, которое первым признало нас. Мы должны, знаете как, должны вести себя по-абхазски, и проблем не будет. Вот соответственно нашего менталитета. Но наш менталитет, вот социальные сети разрушили. Его нет. И есть же силы, которые работают на то, чтобы испортить взаимоотношения. Да, на стравливание это работает. Россия нам предложила совместное, значит, воинское формирование организовать, и на это было выделено 7 миллиардов рублей. Это новое вооружение, современное и так далее, и так далее. Мы не нашли, на это 40 гектаров земли в Абхазии не нашли. Ну как они нас будут понимать, вы мне объясните. Мы говорим партнеры, но мы землю не даем на то, чтобы себя эффективно защитить. Чтобы народ внимательнее относился к различной информации, фильтровал ее немножко. Мы должны быть очень внимательнее относиться к той информации, которую мы получаем. В чьих это интересах, для чего это публикуется, какие цели преследуются. Понимаете, задача у нас стоит такая, как будто бы хотят нас всех друг с другом стравить. Неужели мы разучились цивилизованно общаться? Мы говорим об едином экономическом пространстве, мы говорим о едином социальном пространстве, правовой безопасности. Без гармонизации как этого достичь? Абисалом Алексеевич, спасибо. Вы очень многие вопросы разъяснили, и в особенности тот вопрос, ради которого мы собрались. Я думаю, что исчерпывающе всем будет понятно.